Не успели мы порадоваться за братский Узбекистан, где новый глава государства начал пересматривать абсурдные ограничительные меры в отношении верующих, доставшихся ему от Ислама Каримова, как вдруг сразу три соседних государства – Казахстан, Таджикистан и Туркмения – схватились разом за кнут подавителей религиозных свобод. И это нас, российских мусульман, не может не беспокоить. В одном из выпусков мы уже говорили о ситуации в Казахстане, которая, кстати, наделала немало шума. Сегодня же нам хотелось бы обсудить происходящее в Таджикистане. Туркмения на очереди. За последние годы в Таджикистане резко усилилось преследование верующих. Значительно сузил права мусульман закон о религии. Итак, какие именно меры уже приняты или вот-вот могут вступить в силу? Давайте рассмотрим подробно. Введены ограничения на молитву в мечети, на кладбищах, в памятных и общественных местах и даже дома. Под предлогом борьбы с экстремизмом чиновники увеличили в мечетях число камер наблюдения и металлоискателей. Лица моложе 35 лет не имеют права совершить хадж. Комитет по делам религии при правительстве Таджикистана контролирует не только назначение имамов, но и тексты проповедей в мечетях. Специальным законом запрещено ношение мусульманских платков в учебных заведениях. Учителя моложе 50 лет не имеют права отпускать бороду. Предпринимаются меры по силовому ограничению ношения бород. В прошлом году сотрудники милиции по всей стране задержали сотни мужчин, взяли отпечатки пальцев, многих против их воли побрили. В список запрещенных, наряду с конкретными организациями типа Хизбут-Тахрир, внесено неопределенное движение «Салафия». Разгромлена, признана экстремистской и запрещена партия Исламского Возрождения, которая была одной из двух сторон мирного соглашения, положившего конец гражданской войне 90-х годов прошлого века. Депутаты от партии Исламского Возрождения Таджикистана много лет заседали в парламенте. Организация известна конструктивной позицией по всем ключевым государственным вопросам. В 2019 году с подачи Комитета по делам женщин и семьи может вступить в силу запрет на появление женщин в хиджабах в государственных и частных учреждениях. Закон сейчас разрабатывается специальной комиссией при Генпрокуратуре. Только по официальным данным в России трудится 1 миллион 200 тысяч таджиков. Проблемы этой, казалось бы, далекой страны для нас совсем не посторонней. Тем более для нас, мусульман России. Ведь, по сути, мы остаемся одной умой, несмотря на границы и расстояния. Репрессивная политика Рахмона вызывает лично у меня лишь негодование. Как бы все неадекватные меры по борьбе с экстремизмом, вроде признания хиджаба чуждым национальной культуре, не дали прямо противоположный желаемому эффект. Ведь подобными действиями власть провоцирует радикализм. А может быть, цель именно в этом и заключается? Всего доброго.